Победителем проекта «Молодые ножи», обладателем золотого шеф-ножа и внушительных чаевых из рук звездного гостя становится Эскендер. Молодец, поздравляем. Это тебе. Ну и, конечно, символ нашей профессии – золотой нож. Поздравляю. Молодец, красавцы. Достлар Эскендер Аджиалимов на днях с триумфом одержал победу в кулинарном шоу «Молодые ножи» и приехал в свой родной Кизлев и согласился встретиться с нами. Эскендер, селям алейкум. Рада знакомству. Ну как после победы вообще? Какие ощущения? Ну, ощущение приятное, что, во-первых, то, что я приехал в родную Евпаторию и в этот момент показали шоу. Достаточно было очень много поздравлений, очень приятно. Я не ожидал настолько большого охвата. Начали все звонить, поздравлять, приглашать на ужины, отсняться в таких или иных роликах, дать интервью. Достаточно приятная победа. Меня просто натолкнули, что тебе нужно развиваться там, в медийном плане. Я подал заявку, мне буквально, может, через месяц пришел ответ, что ты прошел кастинг, мы тебя приглашаем. И все, я с радостью поехал. Шоу – это какой-то новый эксперимент над собой, потому что настолько крупный телепроект, что очень много камер, очень много людей на площадке работает с тобой. За тобой закреплен там редактор, ты не знаешь, как вообще себя вести. Этот рубеж нужно преодолеть. Вот я преодолел его, мне очень понравилось. Шеф, для вас приготовил салат в азиатском стиле с опаленным тунцом, маринованным в специях шичиме, древесный гриб, маринованный в соевом соусе кориандре и мирине, черри для свежей нотки и азиатский майо. Соус очень вкусный. Тунец идеальный. Салат интересный, яйцо замечательно. Суть выиграть своих соперников, получить золотой нож и просто одобрение самого Ивлева. В финал остается 2 человека. Каждый этап отчисляется 2 участника. Там было 3 этапа, в каждом этапе разное задание. И он подготовил такие какие-то обманки, как был мой финал. Это мы набрали себе продуктов, и он взял и решил просто поменять нас местами и готовить из продуктов соперника. Ты, Виталик, будешь свое блюдо готовить из его продуктов, а Искандер будет готовить блюдо из твоих продуктов. В финальном этапе мне попались достаточно классические продукты. Я сделал обычную, просто вкусную классику. Так как и требует Ивлев, он требует, главное, чтобы было вкусно. Попал ты, не попал ты, сделал ли ты по техзаданию или не по техзаданию. Если я пробую, мне должно быть вкусно. Вот так я и продвигался с первого этапа до финала. Но самое главное, да, это золотой нож, внушительные чаевые и там, фартук победителя с эмблемой «Молодые ножи». Но туда идут, я думаю, больше не из-за денег, не из-за ножа, а просто показать себя, что ты умеешь. Я решил готовить азиатскую вариацию на тартар из говядины, добавив в нее немножко Франции, это сделать картофельный гратен. Альтернативный стейк? Да. На финале? Конечно. Ты уверен? Он у тебя не промаринуется? Он пропитается соусом. Ничего он останется... не пропитается. Альтернативное мясо жрать невозможно. Я думаю, что у меня есть все шансы выиграть эту битву. Вы родились в Кизлеве. По детству я спалил не один противень, потому что я в детстве наблюдал, как моя мама пекла какие-нибудь всегда тортики на день рождения, мне же, блинчики. Всегда она очень любила готовку. И я всегда старался повторить за ней. Даже когда ее не было дома, я какое-то тесто замешивал просто по памяти, как она это делает. Это как в базу заложилось, что я могу это сделать. А потом со временем просто я пришел к тому, что я хочу быть поваром. Если бы вам сказали приготовить какое-то свое коронное блюдо, что бы вы приготовили? Есть оно у вас? Определенного такого нету прям блюда. Всегда смотрю по человеку, что он ожидает от того, что он придет ко мне в гости и что я ему приготовлю. Что бы вы мне приготовили?
Вам бы я приготовил что-то легкое, какую-то закуску, какой-то завтрак, какой-то тост, это что-то с зеленью, что-то с авокадо, что-то с креветкой, может быть, рыба. Так я вижу вас. Да, как вы поняли, что я это люблю? Не знаю, вот получается читать людей. Поварская интуиция, да? Вы работаете вне Крыма, и для вас важно, как для крымского татарина, чтобы вас где-то вне Крыма знали именно как крымского татарина? Но определенно, когда я куда-то приезжаю, я говорю, что я родом из Крыма, я знаю ту культуру, всегда рад показать людям, как мы живем, как мы дышим, чем мы питаемся. Если бы вам сказали познакомить с крымскими татарами через какое-то определенное блюдо, что бы вы приготовили? Я думаю, я бы приготовил наши чебуреки, так как они отличаются от всех. Где бы я ни пробовал, ну все не так, все не то. У нас это как-то принято очень тонкое тесто и пышное после жарки. Очень много сока, вкусное мясо, потому что в Крыму очень хорошо работают с мясом, оно чуть другого вкуса, нежели где-то за пределами Крыма. На данный момент в Воронеже я являюсь бренд-шефом сети заведений, насчитывает порядка 4-6 заведений, постоянно работающих. Развиваем свою компанию, говорю свою, потому что я тот человек, который даже придя в компанию, сразу хочу сделать все по максимуму, отношусь с душой, поэтому я всегда, когда меня цепляет место, я говорю, это мое. В Крыму есть перспективы, но до Крыма все доходит немного позже, чем это есть где-то за пределами Крыма. То ли люди у нас просто не готовы еще принимать что-то новое, то ли Крым заточен на сезонность больше, а не на постоянство и развитие. Я всегда, когда нахожусь не дома, не в Крыму, мне хочется вернуться в свой город, открыть свое заведение. Это будет какая-то маленькая пекарня с хорошими завтраками. Но приезжая пока что в Крым, я не вижу то место, где я бы хотел это сделать. Возможно, через какое-то время я приеду и скажу, вот тут я буду творить уже что-то свое. Буду популяризировать Крым и развивать его на другом чуть-чуть уровне.